Нахожусь на перекате, дальше не пойду. Там опасная зона, вон там с обеих сторон открыто. И, здесь очень мощное течение летом. И туда лезть не буду. Там, думаю, все открыто. Это последняя лунка. Я сейчас обойду этот перекат по берегу, если смогу там, если нас держит там. Фигово, сейчас солнце уже светит, мост перестает держать. Каждые 20 метров, 15-20 метров такие лунки, все делаю. Ни разу больше не клевануло. Вот где вот последний раз я снимал, сидел, оттуда рыбачил. Пока тишина. Здесь только... подожди. Или что? Нет, подожди. Что-то тут кто-то есть. Ой, мелочь. Ой, срамота, ребят. Вот такие хариусы у нас попадаются. Отпускаем. Вроде не поранился. Иди гуляй вообще. Все. Иди. Дуй. Неожиданно, вот пока снимал там клевка. Сейчас надо этот золотой червь. Червей мало. И разбрасываться не будем. Вот, знаете, вот постояли и поклевка. Мелочь, конечно, очень мелкая. Это самая маленькая за сегодняшний вот. Бывало попадались, которых отпускал. Крупнее этих, но этот-то уже совсем. Опять поклевка. Что-то кто-то еще есть, оказывается. Да. Ты смотри, на перекате, оказывается, сидят. На мелководье. Тут не глубоко. Что за фигня? Такой же. Одинаковый. Хоть поиграюсь, и то ладно. Все равно нечего ловить. Никого-то есть. Ну да. Такой же пацанчик видно. Ты смотри. Наверное, второй такой же, как бы хариус паром и всегда. Или косяк, или же пара так. Они не одиночки. Дергает. Даже схватить не может. Думаю, маленький из этого. Все, ушел. Наелся. Украл червяка. Только опарыш там остался. Подошел еще. Вон, такой же. Да, такой. Почти дошел, но очень маленький. Все, наверное, перестанем здесь баловаться с этими. Вот река. Короче, решил все-таки обойти. Не буду рисковать. Поднялся на горку и на берег, то есть, опа. И вон осенняя кормежка тут была лосей. Вот так они грызут дерево, кору. Обычно черемуха, рябина самый любимый корм для них. Но это осенние следы. Осенью тут, может, летом, в конце лета. Но видно, что не почернело еще, ничего такого. Значит, это уже
Прохладные дни были. Ранней осенью или поздним летом. И что вот я вижу, кругом все обчесано там, все обчесали там. И там, и там. Видно, несколько штук их тут кормились. Вон тут тоже. Я вот сколько охочусь, у меня стаж, конечно, тоже с школьного возраста. И много лосей тоже видел в разных ситуациях, встречались. Но чтоб кормились лоси, и я ни разу не видел еще, ни разу. Бывает, на свежую кормежку я натыкался, встречал, что тут только что вот лоси кормились. А чтобы видеть, как они кормятся, как они грызут это дерево, нет, ни разу не видел. А так. Всю делянку обчесано. А тут что творится? Ну да. Я осенью тут проходил вроде. Охотился. Не было еще. Это по первому снегу видно тут. По первому снегу видно тут кормились. Все обчесали тут. Так. Опа, я застрял. Вот такой поход, рыбалка. Там тоже. Да, действительно, тут несколько штук. Один столько не смог. И понимаю, если вот сейчас, вот данный момент, если лось-то живет он на маленьком месте, там может 100 на 100 такой квадрат выберет там и будет кормиться. Ну, следы, чтобы не делать. А здесь тоже большая территория, все изгрызли и видно, тут несколько штук было. Явно несколько штук. О, как чисто чесали. Но куда-то я вышел на речку снова. Вот отсюда перекат начинается. И тягун тоже такой. Так, ну, в принципе, можно и здесь спуститься, но чуть выше, наверное, поднимусь. Потому что тут опасно даже. Опасно. Все надо рассчитывать в одиночку, когда ходишь в лесу. Всю опасность. Лучше лишний раз не рисковать. Этот риск может обойтись. Ну, черемуха тут. Черемуха не грызли. Вон. Так, ладно. Лоси лосями. А у нас рыбалка. Так. Он куда-то вперед ушел. Видел, как по речке он поднимался. Оу, я утонул. Жестко утонул. Ничего. Даже елка, оказывается. Если снег перестанет держать, кирдык будет мне. Добраться до дома, там опять, течение. Фиговое дело. Ну да ладно, здесь как будто похоже на яму какую-нибудь. Спуска-то нету нормального. Так, там тоже яма будет. Так, поворот. Тут такого
принципе 4 дырки можно просверлить, тоже попробовать. Не больше. Там на другой берег я поднимусь и по другому берегу опять обойду. Ладно, я тут где-то и буду спускаться. Той берег, конечно, но можно там где-то. Вон там мой спуск. Спустился, тут еще пробовал. 3 лунки сделал, тут яма хорошая. Там дальше перекат. И знаете, я попил здесь чаек. Все, я ждал того места, где я поймаю хоть одного хариуса и заодно попью чаек. Ну, в ожидании, может, еще поклевки будут. Я так и не дождался. Очень хочется уже пить. И я решил и выпил чаек. Короче, такие делишки. Вон синицы. Или что за птицы такие активно поют. Даже не вижу их. А, вон они. Мелкие-мелкие. На березах. Где-то вон там. Улетел, пролетел. Короче, маленькие синицы. Все тучки маленькие собираются вот там. На небе. Такие кусочки. Там вообще нету. В этой стороне. И сейчас вот по насту я направляюсь на конечную точку. Там еще хорошая яма. Последняя надежда. Просто немножко мне, поднадоело. Я и, как раньше говорил, мне быстро надоедает. До той точки, где мы сейчас еще попробуем поймать кого-нибудь. По речке где-то 2,8 километров от силы. Считай, я где-то рыбачу уже где-то 2 километра уже прошел. Так, лунки делая, рыбачу. И где-то метров 800 я стрижу. Если не потеряюсь. Также. Так, вон там речка, да. Не потеряемся. И солнце есть. Навигатор не нужен нам. Если солнце есть, не пропадем. Вот. Там попробуем. Если не поймаем, значит не поймаем. Не наш день, как обычно. Если лыжи я взял, у меня без камуса лыжи. И сейчас такое время, вот там снег на насту или что там. Вот наст, и там уже слой снега выпал. Где-то сантиметр 2, наверное, от силы. И сейчас солнце греет, и этот снежок тает. И очень хорошо сейчас прилипает на лыжи. Ох, тяжковато идти. Противно. Опять застрял я. Короче, я не подготовился к рыбалке. Надо было ящик взять, рыболовный. У меня ящик в будке. Кто смотрит каждое видео, помните, я оставлял ящик в будке. Ельцов я ловлю. Из-за этого, короче, такие делишки. И сейчас вот я тащу, тоже под корыто прилипает снег. И неприятно идти. Вот. Ладно, сейчас я буду идти. Как приду на место, если поймаю кого-нибудь, обязательно покажу. А тут уже, вот, видим, тут уже я проваливаюсь. Такой уплотнился снег, еще более-менее держит. Лыжи не надо. Хорошо, что я не взял лыжи, одним словом. И надо снежок, чтобы немножко падал снег для ловли хариуса. Такой
такую погоду рыба не берет. Явно не берет. И ведь таких поклевок нету, чтобы, вот, скажем, клевало и не брало. А поклевки нету. Как неделюшки. Так, ладно. Фиг с ним. Сейчас я буду идти до места, где я буду рыбачить. Туланка-то куда-то дернулся, лежал. Короче, последняя точка рыбалки, место рыбалки. Здесь удочка, там майда лежит, дальше там еще удочка. Короче, и там еще 2 лунки проверил. Ни одной поклевки. Я начал уже замерзать, мерзну, стою, мерзну. Действительно нет сегодня клёва. И здесь вроде хорошее место, уловистое. Я, если рыбачу уже, тут пару штук-то всяко ловилось. А сегодня вообще поклевок даже нет. Вот так вот. Дальше, наверное, уже идти не буду. Честно, мне надоело. И сейчас, наверное, будем возвращаться обратно в избушку. И надо уже готовить еду для себя, для собак. Будем готовить ужин. Хочется уже покушать. А рыбалка завтра, наверное, еще попробуем. Хоть на жаркое надо набрать. Как-никак день рождения на носу. И закуска, чтобы хариус была. Без этого никак. Ради этого и приехал. Что-то нашел планчик. Шишка. Шишек много. Блин, укусила Айда лапу. Левую, наверное. Или правую, не помню уже. Злюка лежит возле корыта там, охраняет рюкзак мой. Смотри, какие глазища. Лишь бы Тулан не подошел. А, Тула, лаквалы тача. Лаквалы, лох любит. Лаквалы. Лак. Тула. Лок тача. Лок. Айда идет. Дети мои. Дети мои. Айда. Дети мои. Этот кабанчик, блин. Большой кабанчик такой. Кабан такой. Рослый кабанчик. Все. Убираем все это дело. И уже я поднимусь в тайгу. Там лыжня чья-то спускается на речку. Короче, поднимусь. И по солнцу, по своим тропинкам, там мои уже промысловые участки, зачесы будут. Вот я этот зачес поймаю и напрямик уже в избушку пойду. Все, хватит на сегодня. Погуляли, у нас еще дрова надо заготовить. Очень много работы возле избы. Следы рябчика. Вот рябчик. Ага. Айда, рябчик тут. Следы рябчика видим. А, Тулан, надоело бегать, тоже ты рядом ходишь. Давай вперед. Вперед на избу. О, блин. Провалился. Так. Такой ельник тут. Ельник. Так, понятно все. Понятно все. Где, что, где, когда.
тоже вон зарядчик. Зачес. Это, наверное, уже мои зачесы какие-то. Так. Идем на солнце. Идем идти. Так, там дятел. Мало. Рябчик выскочил. Нет. Ой, нет. Ой, утонул. Местами. Там попадает, что не держит снега. Но это последние дни, в принципе, там дальше потепление идет. Потепление и уже так хорошо не будет снег держать, и пешком уже не побродишь. Сейчас самое то. Заодно поснимаю свои похождения. Наверное, вот шишки летят. Видно, на солнце уже раскрываются, а шишки вон там. Походу раскрываются, да. Уже все опухли все. Я и смотрю, что-то летят семена самостоятельно. Вот они, семена-то. Вон. Вот это семена уже у елки, все, везде, кругом. Вот так. Бывает, нас вообще как стекло становится, и там вообще хорошо ходить. А сейчас вот такой неприятный, конечно, тоже. Ты идешь и держит, и не держит. Завтра, если пойду на рыбалку, то корыто не буду брать. Рюкзак возьму и хватит. Вот такие вещи. Лыжня старая чья-то. Я не ходил, между прочим. Вот мои зачесы, но я здесь не ходил. Кто-то, другие охотники, видно, тут проходили. Старые следы тоже. Так, а тут как будто просека, но просеки тут не должно быть. Просто вот так получилось. Такая коридорчик как будто. Но тут просеки нету. По лыжне, между прочим, по лыжне лучше идти. Вот она оборвалась. Намного легче. Ладно, сейчас я буду по этому ельнику идти. Потом на сосновый лес выйду. Если увижу что-нибудь интересное, включусь. Лес гудит. Шишки падают, семена падают. Короче, все, природа сама себе комфорт устраивает. Тут какашки. Вот идешь и все время что-то ты замечаешь. И тут рябчик, видно, ночевал. Где-то он тут сидел, и на этой елке он ночевал. И вот всю ночь он тут срал, короче. Уже на лунку он не полезет, сейчас уже все как кирпич.
для него снег. И вот они на елках или еще на каком дереве всю ночь не сидят. И так проводят ночь. Блин, вот так. Все время что-то да что-то там одно, другое всегда замечаешь. Старые зачастую вот сколько смолы выходит. Эту смолу можно собрать там, растопить или как правильно, ну, чтобы жидкой стало. И смазать там капканы, там всякие разные охотничьи инструменты, чтобы зверь не чувствовал запах железа. Ну, вот эти штучки. Смола выходит. Это уже сухой. Запах елки, конечно, прелесть. Люблю это дело. Ну вот, облачнее становится. Айда возле меня. Тулан. Вон тулан. Тулан даже уже набегался сегодня. Ничего, сейчас пойдем. Для вас каши приготовлю. И покормлю. И будете отдыхать всю ночь. А завтра с новым силами, посмотрим, что будем делать. Дровишки надо сделать запас там. И рыбалка, наверное, еще будет. Поглядим, смотрим. Тулан, надоело бегать. Хватит, скажи. Ладно, пойдем. Видели, что творится в тайге? Сухое дерево на голову. Бум. И все. Ищи свищи. Надо осторожным быть. Тайга, она есть тайга. Когда ты еще один. Такие дела. Совсем противоположной стороны идем к избушке. Пошли в одну сторону, а пришли уже с другой стороны. Это нормально. Напрямик. Это быстрее получилось. Если по речке тащиться, конечно, намного дольше времени. И по километражу также. Вот так. Так шел, присматривал, где бы спилить дрова. И думаю, на буране лучше. Смотри, куда-то хочет подняться. Тула. Ох, хулиган. Вот так. Айда там тоже занимает место. Сейчас надо возле будки убрать снег, потому что Айда Тулана не подпустит. Везде кровище, блин. У обоих собак. Вон, тоже кровь идет. В задней лапе. Печка свалилась у меня. Так, да ладно. Ничего страшного. Переделаем, все сделаем. Все четко получится. Айда не шуми. Вот так. Так. Не знаю, как все дрова выгорели или нет. Осталось еще. Все. Мы на избе, ребят. Айда, вон куда поселилась. А Тулану надо на будку освободить. Вон он, где он, думаю, орет, блин. Вон он, кляст.
А вот сейчас попались почки. Вот эти почки от березы, вот тоже хорошая кормовая база для косачей, для рябчиков. А если только, ну это как сережки получается. А если обычные почки, ну они, их не любят они. А вот такими они кормятся. Если на всех деревьях такие сережки, то уже они уже на всю зиму остаются, птица, и если кормовая база хорошая. Ну, если нету, конечно, также он куда-то переход делает. Вон куда перелетела. Так, уже улетела, блин. Что боится камеры. Все, буду разбираться. Сейчас я по-новому затоплю печку. И по-новому затоплю печку и буду кашеварить, в общем. Да, Тулан, отдыхай. Нагулялись. Айда тоже уже легла, все. Пускай лежит.